Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Газета «Новости дня» в 1910 году писала: в Пятигорск прибыла мещанка Синицына, 97 лет от роду. В полицейском участке Синицына долго возмущалась, что ей дан годовой, а не бессрочный паспорт. Вообще бессрочного в нашей жизни как-то совсем немного, ну разве что вечная мерзлота да государственная пенсионная реформа. Вот на их фоне совсем уж кратковременными выглядят составы любых правительств. Об оптимизации исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, а проще говоря, о кадровой политике. Я сегодня буду говорить с политологом, историком Иваном Даниловичем Черовым. Иван Данилович, добрый вечер. Иван Данилович, сразу вопрос. До известного указа главы республики от 9 марта была ли структура правительства республики настолько избыточная? Я считаю, что глава республики нашей к этому вопросу вернулся не только в связи с кризисом, это общее положение, а в связи с тем, что этот вопрос совершенствования структуры государственной власти, она является вопросом постоянного совершенствования и постоянного подхода изменения в силу тех обстоятельств, которые выдвигает жизнь. Вот возьмем количество министерств. Пошло значительное сокращение некоторых департаментов. Это, я считаю, в общем-то, правильное решение. Еще надо проанализировать, потому что если взять эти департаменты, то они переходят в соответствующее министерство, в отрасли. Но каким количеством работающих они туда перейдут, я не знаю. Но дублирования очень много, и сегодня тоже. Вот в этом известном указе от 9 марта главой республики, начиная с 6-й страницы, были установлены предельные лимиты на количество служащих в том или ином министерстве. Откуда берутся такие лимиты? Кто их выявляет? Кто их рассчитывает? Это вы совершенно правильный вопрос задаете. И все время эти лимиты устанавливались. И устанавливаются сегодня. Если никаких изменений не будет, через 3 года насколько человек увеличится министерство и так далее, а управленческий аппарат. Незаметно абсолютно. Это диалектика жизни. Это всегда и было при советской власти, и сегодня это есть. Я, например, считаю сегодня структура федеральных органов в целом, начиная от правительства Медведева, кончая, значит, регионами, это слишком громоздкая структура. Зачастую, когда кто-то обращает внимание на раздутость аппарата того или иного министерства или ведомства, на излишнее забюрокрачивание в решении того или иного вопроса, приходится слышать от того же аппарата, что «а посмотрите, как у них на Западе, во Франции, в Америке, там еще большая бюрократия, чем в России». Вы бы согласились? Я с вами согласен в этом вопросе. Во-первых, те товарищи, которые это говорят, насколько у них есть на это доказательства, что там больше бюрократии, чем у нас. Это разобраться надо. Но если и рядовой документ в муниципальных образованиях для их получения теряется месяц, я извиняюсь, где эта оперативность? Понимаете, я еще такую вижу выводу, а это я считаю, что низкий уровень, мировой уровень наших специалистов. Управленцев? Управленцев. Вот у нас докторов экономических наук больше, чем рабочих. Потом скажите, я говорил о нагрузке бюджета. Вы посчитали, сколько сегодня так называемых экспертов в Государственной Думе, Совете Федерации, в других министерствах? Их количество сегодня не сосчитаешь.
Они все в бюджете сколько денег получают. И потом немалые. И все на эти бюджеты все жарятся, они все там сидят. Это несчастный какой-то, значит, законопроект. Сколько там эти эксперты участвуют, никто не разберется. И все они получают деньги. То есть то, что сделал глава своим указом, это началось 9 марта. За этим действительно вот стоит попытка оптимизировать Да, аппарат. стоит. Но эту работу еще надо продолжать. Я считаю, еще раз посмотреть надо. Очень много дублирований. Еще раз этот термин я применяю. И изучить эффективность работы каждого министерства. Вот приходит главный специалист. Посмотреть эффективность его работы. А какими могут быть критерии оценки эффективности работы исполнительных органов государственной власти? Значит, еще нужна некая институция такая, которая бы смотрела по эффективности каждого госчиновника. Если взять УЛУС, например, надо посмотреть по всем. Сейчас вот все-таки Россия внедрила, значит, эффективность работы губернаторов. Это здорово подтягивает руководителей регионов. Там же есть критерии, которые, если ты по каким-то показателям провалил регион, ты не попадешь, потом это постепенно будет учитываться в дальнейшей работе администрации президента России. Так ведь? А такую же нам нельзя, что ли? Вот самый здесь большой недоработанные вопросы, я считаю, это, конечно, самостоятельность органов местного самоуправления. Вот поселок. Просто лентяй. Ничего не делает там, голова этой. Снять не могут. На ваш взгляд, насколько важна дисциплина исполнительных органов государственной власти? Вот руководитель местного самоуправления просто разгуливает месяцами в городе. У вас примеры есть, может быть? А их много. Вот сейчас, заметьте, начнутся, значит, лето начнется, сахар начнется, и все сюда сойдутся, и месяц будут жить. Я в свое время здесь возмущался. Ну, я городом руководил, поэтому есть у меня основания. У нас в то время не было таких случаев, чтобы руководители города оставили город просто так. Это исключительно в случаях, куда ехать, и все это было согласовано, отработано, замена и так далее. Я помню, несколько лет тому назад один заместитель главы города, значит, дает интервью в газете, что он 25 декабря уехал, значит, в Таиланд, до 10 января он с дочкой как отдохнул там в Таиланде, понимаете. По-моему, в январе в Якутске иногда бывают низкие температуры. Думать надо было, о чем он говорит-то. Хозяйство оставили, и все. Хотя, может быть, согласовали и так далее. Сам принцип отношения к работе, понимаете? Насколько оправдано, на ваш взгляд, введение такой гибридной должности заместитель председателя правительства-министр? Некоторые средства массовой информации это перевели на аналогию с Трутневым, значит, полномочным представителем Дальнего Востока. Это совершенно разные вещи. Получается, он полномочный представитель президента, и он же зампред правительства. Видимо, целью создания этих федеральных округов было, значит, достижение эффективности в государственном управлении. Глава республики, видимо, заложил здесь, я сам вот догадываюсь, заложил такое направление, что каждый блок курируется заместителями, а там есть ключевые министерства. И во главе ключевых этих министерств ставят заместителя председателя с черточкой тире,
и повышает статус этого министерства. В статус этого министерства. В данном случае, вот по сельскому хозяйству, я считаю, что это один из ключевых министерств. И почему? Это, например, в Москве, по-моему, неплохо будет восприниматься. В Москве очень ревностно следят. Я по старой практике знаю, какой регион, к каким министерствам как относится. И товарищ Алексееву, глава республики, дал большое подспорье, очень большое подспорье. Его сегодня будет принимать не как рядового министра, а как заместителя председателя правительства первого года. И да, это совсем другое отношение, совсем другой статус. Но при этом я скажу, что все равно у главы республики, я так улавливаю, направление повысит ответственность министерства. Иван Данилович, так что вскрывают кадровые перестановки? В последние годы вообще республики неизмеримо, значит, выросло количество институтов гражданского общества. Народ очень стал интересоваться жизнью, работой правительства и главы республики. Это очень положительный фактор, очень положительный фактор. Но при этом отдельные люди, которые высказываются, они могут допустить ошибку. Вот по этому же указу. Субъективный подход. А почему он этого человека назначил? Откуда знаете, как он работает? Если о человеке судить надо, когда ты рядом работаешь вместе. Сегодня любые решения, это она принимается в очень сложных условиях и в российском масштабе, и в нашем масштабе, и так далее. Но здесь основным критерием должно быть настроение народа. Когда у нас за последние 1,5 или 2 года на 3 с лишним миллиона человек бедных добавилось, количество бедных, это для России не показатель хороший, не хороший показатель. Мэн Цзы, выдающегося ученика и последователя Конфуция, как-то спросили, каковы должны быть достоинства правителя, и он ответил: править, обеспечивая благоденствие народа, и тогда действительно никто не сможет оказать противодействие. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.